В зале гаснет свет. Полная тишина. Зрители в ожидании. «Путь Владислава» – так называется театрализованная постановка с участием актеров молодежного театра детской студии «ЧИК» и певцов абхазской эстрады. Вначале зрителям показали фото и видеоархив из разных периодов жизни первого президента республики. Артисты зачитали отрывки из мемуаров Ардзинба, рассказали о главных этапах его жизни, о пути в науку, об учебе в Москве, о том, как он пришел в политику и отстаивал интересы своей родины. В театрализованном представлении «Красной линии» проходила тема войны и роли Владислава Ардзинба в достижении победы абхазского народа. Постановку посетили президент Бадра Гунба, вдова первого президента Светлана Джергения, премьер-министр Владимир Делба, спикер парламента Лаша Ашуба, депутаты, члены правительства, а также представители общественности. Организатор мероприятия – Управление культуры администрации города Сухум Нала Хашик, начальник управления культуры, рассказала, какую аудиторию они хотели привлечь и на чем базируется постановка. Мы прочли очень много литературы, составили сценарий, прочли, особенно нас впечатлила книга «Моя жизнь» Владислава Ардзинба. И в основном все наше мероприятие вот мы в сжатом виде взяли именно оттуда. Мы постарались охватить всю его жизнь с детства. Говорим о его детстве, говорим о его семье, о знаковых таких событиях, связанных с Владиславом Ардзинба, когда он учился, и вот этот переломный период, когда он вошел в политику. То есть мы практически постарались охватить всю его жизнь. Кропотливые репетиции длились более 2 месяцев. В постановке приняли участие актеры разных возрастов. Чтобы зритель мог еще глубже узнать о жизни Владислава Ардзинба, им приходилось не просто репетировать, а проживать каждую свою реплику. Задействовали мы актеров молодежного театра, певцов, даже школьников мы учащихся взяли. А также здесь участвует студия из Росдрама, студия ЧИК. Дети участвуют. Очень ответственно мы отнеслись, потому что Владислав Ардзинба, личность Владислава Ардзинба, конечно, золотыми буквами написана в истории нашей Абхазии, и мы очень ответственно отнеслись к этому мероприятию. В театрализованную постановку также вошли вокальные и танцевальные номера. Для каждого жителя Абхазии имя Владислава Ардзинба имеет свой, особый смысл. Такие мероприятия дают возможность не только вспомнить о великом лидере, но и погрузиться в его время, пережить вместе с ним трудности и испытания, которые выпали на его долю, и радоваться победам и достижениям, которых он достиг. После окончания представления зрители поделились своими впечатлениями. Мне понравилось то, что в конце сказали, то, что мы выиграли и где танцевали. И мне понравился сюжет, как все устроили, очень сильно понравилось. Мне понравилось абсолютно все, было сделано очень шикарно, доводило даже до слез. Читали все очень хорошо, прям до мурашек все было. Больше всего в конце понравилось, когда он сказал, что мы победили, одержали победу. Ирина Ахмадеева приехала из России. Она осталась под глубоким впечатлением от увиденного. Нам очень понравилось то, что мы здесь видим. Концерт этот подтвердил вот эту гордость, природность, красоту и героизм этого народа кавказского. Мы восхищены красотой, дружелюбием вашего народа. А концерт сегодняшний нам понравился очень, потому что танец, как он передает культуру, темперамент вашего народа. И очень красивые ребята и девчата у вас. Песни ваши очень красивые. А сегодня мы еще были в пещерах, и там звучала тоже абхазская мелодия, и она была немножко похожа на плач.
И это было очень пронзительно, очень глубоко и красиво. И поэтому мы пришли сюда, на этот концерт, чтобы еще ближе узнать вашу культуру. И мы понимаем, что все народы, это все, вот земля – это все народы, которые дружат, любят и умеют защищать и эту дружбу, и эту жизнь. 80 лет исполнилось бы Владиславу Ардзенбо 14 мая. Он мог бы встретить свой юбилей вместе со своим народом, так горячо им любимым, но судьба распорядилась иначе. Его не стало 15 лет назад, и было ему всего 65 лет. Напомнить о бесценном вкладе Владислава Ардзенбо в становление Абхазии и сохранить память о нем для будущих поколений – наша главная задача. Айлита Арутюнян, Ахра Мичма, Абхазское телевидение.